Пытаннямі знаходжання замежных грамадзян на тэрыторыі вобласці займаюцца шматлікія ведомствы. Легальна на тэрыторыі вобласці на сёння пражывае 4,5 тысячы такіх грамадзян. Пастаянна ў абласное ўпраўленне па грамадзянстве і міграцыі звяртаюцца людзі з пытаннямі працягу легалізацыі свайго знаходжання ў рэгіёне. Хапае і праблем з мігрантамі. Толькі з пачатку года яны здзейснілі ўжо каля 40 розных злачынстваў. Многие из тех, кто интегрировался в общество, получившие разрешение на постоянное проживание, совершили преступление здесь, на территории Брестской области. В связи с этим, с целью профилактики и фактически работа по проведению рейдов проходит на постоянной основе, так отрабатываем места наибольшей концентрации иностранных граждан. Понятно, это и рынки, это и вокзалы. Ну и, конечно же, есть у нас адреса квартир, которые сдаются в наем. Па розных прычынах толькі з пачатку года за межы рэспублікі дэпартавана яшчэ 8 замежных грамадзян. Яны не будуць мець права прыехаць у Беларусь на працягу бліжэйшых 5 гадоў. Специфика работы направлена на предупреждение правонарушений, совершения со стороны иностранных граждан, соблюдение правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь. Поэтому на постоянной основе мы проводим рейды, направленные на соблюдение законности. Хотелось бы отметить, что в этом году уже привлечено к административной ответственности большое количество иностранных граждан. В частности, в отношении 8 из них уже принято решение о высылке либо депортации за пределы Республики Беларусь. Своевременно информировать их о пребывании иностранных граждан в подразделения по гражданству и миграции. Хотел бы напомнить, что этот срок сейчас составляет и время 3 часа. У абласным цэнтры найбольшая канцэнтрацыя замежных грамадзян на тэрыторыі Маскоўскага района. Толькі ў тэхнічным універсітэце звыш 250 чалавек. З гэтай катэгорыі таксама праводзіцца пастаянная прафілактычная і тлумачальная работа о правілах знаходжання на тэрыторыі Беларусі. Персонально работаем с нашим непосредственно АГИМом, потому что огромнейший объем информации проходит. Его нужно всех студентов проверить по разным направлениям. Это и в первую очередь это направление безопасности. Поэтому здесь мы тесно сотрудничаем и стараемся все те критерии, которые предъявляются к приему наших студентов, мы их выполнить в полном объеме. Дадае работы супрацоўнікам міліцыі і блізкасць да дзяржаўнай мяжы. Пастаянна знаходзяцца тыя, хто імкнецца нелегальна трапіць у краіны Еўросоюза ў пошуках лепшага жыцця. Многие иностранцы приезжают сюда с целью транзита и с целью дальнейшего выезда в западноевропейские государства. Поэтому мы тоже, скажем так, должны посмотреть, чтобы, скажем, и граница наша была на замке. А нелегалам варта памятаць, што за спробу незаконна трапіць у Еўропу наступае адміністрацыйная адказнасць і дэпартацыя. Для арганізатараў каналу перапраўкі крымінальная. Юрый Печур, Людмила Салзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».